Итак, добрый день, ребята. Вашему вниманию урок номер 47. Когда-то они жили на Земле. 8 класс, урок русского языка и литературы. Сегодня на уроке вы узнаете, что означает слово «динозавр». Будете изучать определенно личные предложения и способы выражения в них сказуемого. Итак, первое задание. Прочитайте ключевые слова. Предположите, какую информацию вы получите из текстов урока. Итак, ключевые слова: ледник, растение, животные, многолетняя мерзлота, реликты, исчезновение, динозавр. Итак, ключевые слова указывают на тему, связанную с природой, историей, Землей и изменениями в окружающей среде. Предположительно, тексты, скорее всего, будут посвящены взаимодействию природы и времени, вопросам сохранения экосистемы, эволюции и влияния изменения климата на Землю. Ну и также вы, если узнаете информацию о ледниках, растениях, животных, о вечной мерзлоте, реликтах, исчезновении и динозаврах. Итак, упражнение номер 1. Прослушайте текст, о чем в нем говорится. Соответствует ли текст теме урока? Что нового вы узнали? Найдите сложное числительное. Итак, древние древности. 600 тысяч лет назад на значительную часть Земли со Скандинавии надвинулся огромный ледник. Толщина льда достигла нескольких сотен метров. Под ним погибли растения и животные. Но какими они были, об этом ученые узнают по остаткам растений и животных, которые сохранились в многолетней мерзлоте. В толще полезных ископаемых пластов земли в некоторых местах, где не было ледника, сохранились такие же растения и животные, какими были их предки в далекие-далекие времена. Их называют животными ископаемыми. Научное их название – реликты. Итак, текст посвящен теме древности, изменениям природы и сохранению следов прошлого, что соответствует теме урока о ледниках, растениях, животных, реликтах и многолетней мерзлоте. В тексте рассказывается о древнем леднике, который 600 тысяч лет назад покрыл значительную часть Земли, уничтожив растения и животных. Ученые узнают о древних организмах благодаря остаткам, сохранившимся в мерзлоте, в пластах земли. Также упоминаются реликты, живые ископаемые, сохранившиеся с далеких времен. Что можно узнать нового? Что ледник 600 тысяч лет назад покрыл значительную часть Земли со Скандинавии. Толщина льда достигла нескольких сотен метров. Ученые изучают остатки древних растений и животных, сохранившихся в мерзлоте в слоях земли. Живые ископаемые или реликты – это растения и животные, сохранившиеся в древности. Итак, нужно было еще найти сложное числительное. Это 600 тысяч. Так, упражнение номер 2. Ознакомьтесь с таблицей, сравните примеры, чем они отличаются, изменился ли смысл в предложениях, можно ли определить в примерах второй колонки, кто совершает действие. Итак, об отличиях. В первой колонке предложения имеют явное подлежащее местоимение «я». Это делает текст более личным и конкретным.
Во второй колонке местоимение «я» опущено, что упрощает стиль и делает текст более кратким и обобщенным. Изменился ли смысл в предложениях? Смысл практически не изменился, но текст второй колонки кажется менее личным и чуть более нейтральным, так как отсутствует прямое указание на исполнителя. Следующее. Можно ли определить в примерах второй колонки, кто совершает действие? Да, можно. Несмотря на отсутствие подлежащего, контекст ясно указывает, что все действия выполняет один и тот же человек, поэтому воспринимается, что это все тот же рассказ от первого лица. И вторая колонка демонстрирует стиль, характерный для повествования, где личное местоимение опускается, чтобы сократить текст. Это не меняет смысл, но делает текст менее формальным и более динамичным. Итак, правило. Определенные личные предложения – это предложения без подлежащего, в которых форма глагола сказуемого и смысл предложения подсказывают, что действие совершается определенным лицом, первым или вторым. Например, люблю музыку, ясно, что я люблю музыку. Стремитесь к добру, ясно, что вы стремитесь к добру. Формы первого и второго лица употребляются в единственном и во множественном числе изъявительного и повелительного наклонения. Спешу в школу, спешить в школу, спешим в школу, спешите в школу. Упражнение номер 3. Прочитайте. Найдите определенно личные предложения. Докажите, что в них не обязательно употреблять подлежащее. Укажите лицо и число глаголов. Итак, парк издали не отличишь от степных перелесков. Идем еще минут 20. Едем. Приглядевшись, различаем стволы деревьев, дорожки. Итак, нужно найти определенно личные предложения. Идем еще минут 20. Второе предложение. Приглядевшись, различаем стволы деревьев, дорожки. И третье определенное личное предложение – это неторопливо. Выгружаем магнитофонный ящик, рюкзаки и мотки проволоки. Почему в этих предложениях не обязательно употреблять подлежащее? Эти предложения написаны в первом лице множественного числа. Глаголы имеют соответствующую формулу. Подлежащее не указывается явно, так как оно подразумевается из контекста. Участники действия, рассказчик и его спутники. Так, лицо и число глаголов. Так, едем, первое лицо, множественное число. Различаем, первое лицо, множественное число. Выгружаем, первое лицо, множественное число. В определенно личных предложениях подлежащее можно опустить, так как форма глагола ясно указывает на лицо и число, а контекст помогает понять, кто выполняет действие. Так, упражнение номер 4. Спешите, заменив, где возможно, с помощью местоимений определенно личные предложения двусоставными и наоборот. Почему это легко сделать? Изменяйте при необходимости порядок слов. Торопимся в бассейн. Мы торопимся в бассейн. Легко добавить подлежащее, так как глагол контекст указывает на лицо и число. Хочу записаться в секцию плавания. Я хочу записаться в секцию плавания. Легко добавить подлежащее местоимение «я», так как глагол стоит в форме первого лица единственного числа. Мы радуемся успехам наших спортсменов.
радуемся успехам наших спортсменов, можно опустить местоимение «мы», так как глагол ясно указывает на первое лицо множественного числа. Следующее. Привыкнешь к шуму на стадионе. Ты привыкнешь к шуму на стадионе. Легко добавить местоимение «ты», так как глагол в форме второго лица единственного числа. Ты с волнением наблюдаешь за борьбой спортсменов. С волнением наблюдаешь за борьбой спортсменов. Можно опустить местоимение «ты», так как глагол уже указывает на второе лицо единственного числа. Так, я буду тоже участвовать в спортивных состязаниях. Местоимение «я» можно опустить, так как форма глагола будущего времени однозначно указывает на первое лицо. Итак, почему это легко сделать? В русском языке глагольные формы содержат информацию о лице и числе, что позволяет легко определить исполнителя действия. Включение или исключение местоимений не меняет смысл, так как контекст и форма глагола остаются понятными. Возможность опускать подлежащее делает речь более компактной и динамичной, а добавление более формальной и точной. Итак, правило. В определенных личных предложениях подлежащее легко восстанавливается путем введения подстановки личных местоимений «я», «ты», «мы», «вы». А сами предложения нетрудно преобразовать в двусоставное. Читаю книгу, я читаю книгу. Определенные личные предложения характерны для разговорной речи, особенно для диалога. Так, упражнение номер 5. Продолжите запись в виде диалога из 6 реплик. Используя определенные личные предложения. Итак, откуда идешь? Спросила подруга или друг. Иду из музея, ответила я. Понравилось? Очень узнала много нового о растениях и животных. Планируешь еще куда-нибудь сходить? Конечно, завтра хочу посетить выставку о динозаврах. Так. В диалоге подлежащее местоимение «я» или «ты» часто опускаются, так как форма глагола, лицо и число позволяет определить, кто совершает действие. Это делает текст лаконичным, при этом сохраняется его понятность благодаря контексту. Так, упражнение номер 6. Прочитайте микротексты, раскрывают ли они тему урока. Что означает слово «динозавр»? Впервые останки динозавров обнаружила врач Мэри Энн Мантл в 1822 году на юге Англии. Она привезла кусочек бедренной кости и несколько огромных зубов в Оксфордский университет, где их стал изучать Ричард Оуэн. Он и пришел к выводу, что зверь, которому принадлежат кости и зубы, размером был не меньше половины футбольного поля. Он назвал животное динозавром, что в переводе с греческого означает «ужасный ящер». И второй текст. Кто такие рептилии? Рептилии – это животные с чешуйчатой водонепроницаемой кожей. Например, крокодилы и черепахи. У большинства рептилий есть ноги по бокам туловища, однако у динозавров ноги поддерживали тело снизу. Это означает, что небольшие динозавры могли бегать быстрее, чем иные рептилии. Ноги у динозавров были значительно сильнее, чем у других рептилий. Итак, раскрывают ли микротексты тему урока? Да, микротексты непосредственно связаны с темой урока, посвященной древним организмам, динозаврам, реликтам и их характеристикам. Они дополняют урок
информация о динозаврах, их названии, открытии и особенностях в сравнении с другими рептилиями. Так. Что нового мы узнали? Узнается, кто первый обнаружил останки динозавров. Это была Мэриэн Мендел. И кто ввел название динозавр? Ричард Уолн. Подчеркивается уникальность динозавров. Их ноги располагались под телом, что давало им преимущество в скорости и силе, отличая их от других рептилий. Микротексты раскрывают тему урока, дополняя исторические, научные, биологические аспекты, углубляя знания о динозаврах и их месте в истории Земли. Так. Следующий у нас лингвистический турнир. Животный или растительный организм, сохранившийся как пережиток древних эпох. Это у нас реликт. Перевод слова ископаемое на родной язык. Казба. Животное, название которого в переводе с греческого означает «ужасный ящер», динозавр. Животное с чешуйчатой водонепроницаемой кожей, рептилии. Итак, 7-й цифровой диктант. Прочитайте и отметьте номера только определенно личных предложений. Итак, определенно личные предложения. У нас берегите друг друга, добротой согревайте. 6-е. Учи уроки прилежно. И люблю грозу в начале мая. То есть номера определенно личных предложений 3, 6, 7. Так. Следующее. Подготовьте лингвистический рассказ об определенно личных предложениях. Ну, к примеру, определенно личные предложения – это такие предложения, где сказуемо выражено личным глаголом, указывающим на конкретного исполнительное действие. Подлежащее в них часто опускается, так как лицо и число понятны из формы глагола. Признаки определенно личных предложений. Глагол стоит в форме первого и второго лица, единственного или множественного числа. Подлежащее выражается местоимением. Опущено, но подразумевается. Например, пишу письмо. Первое лицо единственного числа, подлежащее я. Звони завтра. Второе лицо единственного числа, подлежащее ты. Особенности. Используются для краткости и выразительности. Часто встречаются в разговорной речи, повседневных описаниях и художественных текстах. В чем польза? Определенно личные предложения делают речь лаконичной, понятной и выразительной, сохраняя при этом точность смысла благодаря форме глагола. Спасибо, благодарю за внимание. Не забывайте подписываться, лайки, комментарии, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч!